Открывая совещание, председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин подвел итоги прошедшей недели. В Ингушетии впервые прошел музыкальный фестиваль среди детей с ограниченными возможностями здоровья «Белая трость». Масштабным концертом отметили и 30-летие Государственной филармонии имени Ахмеда Хамхоева. Такие мероприятия позволяют консолидировать общество и объединять людей самых разных национальностей. 10 представителей республик нас поздравили. Такой получился очень солидный гала-концерт. Все было организовано и с точки зрения безопасности. Юрий Анатольевич, спасибо. Благодарны были люди этому концерту. Собравшиеся переходят к основной повестке. На обсуждение вынесли 5 важных вопросов. О ходе отбора граждан к осеннему призыву рассказывает военный комиссар Ингушетии. Заурбек Гадабошев отметил, что некоторые муниципалитеты слабо оповещают граждан о предстоящем призыве. Это может отразиться на выполнении наряда по призыву в Ингушетии. Осталось 2 недели до меньше. До начала призыва и на сегодняшний день получается, что ни одного человека не оповестили. В то время как необходимо отметить, что, допустим, в городе Монголе оповестили 14 человек. Город Сунжа оповестили 26 человек. Вместе с тем радует статистика граждан, которые хотят служить в вооруженных силах России. С начала формирования пункта по отбору граждан на военную службу по контракту для нашего региона была установлена квота – 668 человек. Задание установлено с 1 марта по состоянию на сегодняшнее число. Задание на отбор кандидатов до поступления на военную службу по контракту выполнено на 73%. Остается нам немного для полного укомплектования. В данный момент кандидаты направляются в резервные батальоны. Резервный батальон действует как накопитель. Туда скапливаются все назначенные люди с близлежащих республик. И по мере необходимости приказом командующего округом они переводятся в воинские части, где есть некомплект личного состава. Важный вопрос в повестке – вакцинация от полиомиелита, кори и гриппа в Ингушетии. В республике, как и во многих регионах России, с приходом осени растет количество заболевших простудными заболеваниями. В регионе есть возможность привиться от всех инфекций, в том числе и от полиомиелита. Мы провели 3 тура по почищающей иммунизации. Благодаря этому у нас сформировался коллективный иммунитет среди детей. Но на сегодняшний день работа продолжается. Мы вакцинируем по национальному календарю против полиомиелита. За неделю у нас провакцинировано 491 ребенок. Мы призываем всех, чтобы они провакцинировались против гриппа. У нас вакцины в достаточном количестве для того, чтобы облегчить людям эту вакцинацию. Мы во всех населенных пунктах у нас поставлены передвижные мобильные ФАПы. Следующий вопрос – подготовка к осенне-зимнему периоду. В республике готовы встретить холода. Особое внимание уделяют ремонту ветхих сетей, чтобы избежать аварийных ситуаций. Идет полным ходом подготовка к осенне-зимнему периоду. В настоящее время ресурсоснабжающими организациями предусмотрен аварийный запас средств для восстановительных работ. Также проведены мероприятия по текущему и капитальному ремонту сетей водоснабжения, газоснабжения и электроснабжения. К примеру, газоснабжающие организации отчитались о 100% завершении работ по подготовке к отопительному сезону. Также ведется работа по подготовке электросетевой организации, и в штатном режиме идет работа по ремонту и подготовке к отопительному сезону сетей и оборудования по водоснабжению Республики Ингушетия. Линейные газопроводы, практически вся работа проведена. Все аварийно-диспетчерские службы готовы в случае каких-то мероприятий выехать, если нужно, необходимо. Также мы периодически проводим, особенно в преддверии отопительного периода, совещания со своими сотрудниками, объясняем о необходимости еще более бдительно относиться к тем газопроводам, которые они обходят, и перепроверять более тщательно и внимательно, что мы со своей стороны, наша компания готова к отопительному периоду. Владимир Сластенин указал всем собравшимся на важность выполнения всех запланированных работ в Ингушетии. Это касается вопросов вакцинации, подготовки к отопительному сезону, водоснабжения и исполнения национальных проектов. Рина Сычоева, Джамалил Султыгов, Новости 24.